Селям алейкум, достлар! Сегодня опять с вами Усния и следующий урок крымско-татарского языка называется падежи. Сегодня мы пройдем именительный падеж. Падежи на крымско-татарском языке келишлер. В крымско-татарском языке 6 падежей. Именительный падеж – баш-келеш. Родительный падеж – саеплик келеше. Дательный – догрултув келеше. Винительный – тющум келеше. И местный падеж – ер келеше. А также 6-й падеж – исходный – чехес келеше. Мы увидели, что падежи в крымско-татарском языке, первые 4 падежа, такие же, как и в русском языке. Только вот местный и исходный имеют разные названия. Но сегодня, чтобы было легче выучить, я решила дать вам именительный падеж. Именительный падеж также отвечает на вопросы «кто», «что». Ким – «не». Ким – это «кто», «не» – это «что». Например, «не» – «ава» – «погода». «Не» – «мектеп» – «школа». «Не» – «ай» – «луна». «Не» – «сув» – «вода». Давайте повторим. Ава – погода. Мектеп – школа. Ай – луна. Сув – вода. Чтобы выучить слово «вода», вы также можете подумать о имени нашей известной певицы Алсу. Ее зовут Алсу. В переводе «ал» – это розовое, «сув» – это вода. И поэтому ее имя переводится как «розовая вода». Ал-сув. И вот вы будете знать, что сув – это вода. Следующий вопрос. Кем? Кто? Оджа – учитель. И Адам или же инсан – это человек. Слова Адам и инсан являются синонимами. Вы можете употреблять один из двух, который вам больше всего нравится. Оджа – вы уже знаете, что это учитель. Оджа – учитель, Адам – инсан – человек. Итак, именительный падеж. Баш-келеш отвечает на вопросы ким, не, кто, что, так же, как и в русском. И здесь примеры. Ава, мектеп, ай, сув, оджа, адам. Также нужно сказать, что именительный падеж не имеет аффиксов, и поэтому его очень легко выучить. Не нужно добавлять никакие окончания и аффиксы. Итак, сегодня мы уже выучили именительный падеж. Также на следующем уроке мы выучим следующий падеж. Саеплик келеше. Родительный падеж. На сегодня мы закончили урок именительного падежа. И если кому интересно, то я взяла этот урок из книги Усинов, Миреев и Сахаджиева. Называется он «Изучайте крымско-татарский язык». 2005
года. Он был издан в Симферополе. Вы его можете найти онлайн в интернете и загрузить себе на компьютер в PDF формате. Ну что, надеюсь, вам понравился урок крымско-татарского языка. Пишите в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится. Или если вы где-то увидели ошибку, дайте мне знать, чтобы я не делала никаких ошибок в будущем. Вам спасибо за просмотр. Сағолыңыз достлар. Спасибо, друзья. И до встречи. Көрішкенже.